А перед началом ролика рекомендую подписаться на интересный творческий канал Адель. На нем автор делает необычные вещи своими руками, снимает яркие видеоблоги, клипы и разные прикольные видеоролики. Ссылка в описании. Ник Вуйчич родился с редким наследственным заболеванием под названием синдром тетраамилия. У мальчика отсутствовали полноценные руки и ноги, но имелась одна частичная стопа с двумя сросшимися пальцами. Это позволило мальчику после хирургического разделения пальцев научиться ходить, плавать, кататься на скейте, работать на компьютере и писать. Переживая по поводу инвалидности в детстве, он научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с окружающими и став всемирно известным мотивационным спикером. В 2012 году Ник Вуйчич женился, и впоследствии у пары родились два абсолютно здоровых сына. В 2015 году в Египте родился младенец с одним глазом посередине лба. Врачи сказали, что новорожденный мальчик страдает от циклопии, необычного заболевания, название которого происходит от одноглазых гигантов из греческой мифологии. Заболевание стало следствием радиационного облучения в утробе матери. Циклопия является одним из самых редких форм врожденных дефектов. Дети, рожденные с этим заболеванием, зачастую умирают вскоре после рождения, так как они часто имеют и другие серьезные дефекты, в том числе повреждения сердца и других органов. В США, в штате Айова, живет Айзек Браун, у которого выявлено очень необычное заболевание. Суть этой болезни заключается в том, что ребенок не чувствует боли. По причине этого родители Айзека вынуждены постоянно следить за своим сыном, чтобы не допустить серьезных травм ребенка. Способность мальчика не ощущать боль является следствием редкого генетического заболевания. Конечно же, мальчик при травмах испытывает боль, только эти ощущения в несколько раз слабее, чем у всех людей. Сломав ногу, Айзек понял, что с его ногой просто что-то не так, поскольку он не может, как обычно, ходить, но боли не было. Помимо того, что малыш не ощущает боль, у него при обследовании обнаружили ангидроз, то есть отсутствует способность регулирования температуры собственного тела. В настоящее время специалисты изучают образцы ДНК мальчика в надежде найти дефект в генах и разработать методы лечения подобного недуга. У маленькой американки по имени Габи Уильямс редкое состояние организма. Она будет оставаться вечно молодой. Сейчас ей 11 лет, и она весит 5 килограмм. При этом у нее лицо и тело ребенка. Ее странное отклонение окрестили реальной историей Бенджамина Баттона, ведь девочка стареет на год за 4 прожитых. И это удивительное явление, над которым ломают умы десятки специалистов. Когда она родилась, то была фиолетовой и слепая. Тесты показали, что у нее была аномалия головного мозга, и ее зрительный нерв был поврежден. У нее 2 порока сердца, волчья пасть и аномальный глотательный рефлекс, поэтому она может есть только через трубку в носу. Также девочка совершенно немая. Малышка умеет только плакать и иногда улыбаться. Отклонений в ДНК нет, но Габи почти не стареет в сравнении с другими людьми, и в чем причина, никто не знает. Хавьер Ботет страдает от редкого генетического недуга, известного как синдром Марфана. Люди с этой болезнью отличаются высоким ростом, худобой, имеют удлиненные конечности и пальцы. Их кости не только вытянуты, но обладают еще и удивительной гибкостью. Стоит заметить, что без лечения и ухода страдающие от синдрома Марфана редко доживают до 40 лет. Хавьер Ботет при 2-метровом росте весит всего 45 килограмм. Эти специфические внешние данные, особенности физического строения и генетической системы помогли Ботет стать своим в фильмах ужасов. Он сыграл ужасающе худого зомби из трилогии «Репортаж», а также жутких призраков в фильмах «Мама», «Багровый пик» и «Заклятие 2». Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!